А загадочная смерть молодого активиста повергла всех в шок. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, это случайность или власть зашла слишком далеко. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. В ночь на 12 августа в Душанбе скончался таджикский телерадиоведущий, гендиректор радиостанции «Авторадио Таджикистан» Фаридун Хайрулазода. Ему было 27 лет. Причина смерти молодого, но уже известного журналиста пока неизвестна. Некоторые друзья и коллеги не исключают версию о самоубийстве. Нусратулла Махмадзода, пресс-секретарь МВД Таджикистана, о смерти молодого телерадиоведущего узнал из социальных сетей. Если это самоубийство, то мы обязательно выясним причину, сказал он в телефонном разговоре. 12 августа друзья и коллеги Фаридуна Хайрулазода собрались возле дома по улице Нурулло Хувайдулоева, где проживает семья журналиста. Мать телерадиоведущего находилась в России и, узнав о трагедии, вылетела в Душанбе. Родные решили отложить похороны до 7 часов вечера. Внезапная смерть молодого телерадиоведущего повергла в шок родных, друзей и коллег. Азия Плюс со ссылкой на коллег Фаридуна Хайрулазода сообщила, что он был полон сил и еще накануне вел программу в эфире Авторадио. Как вы думаете, что на самом деле случилось? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Фаридун был очень хорошим парнем, мы находимся в шоке. Он был моим племянником, ни разу никого не обидел. От него никто никогда не слышал скверного слова, говорит Зулайхо Тошева, тетя Фаридуна Хайрулазода. По его словам, врачи сказали, что Фаридун скончался от сердечного заболевания. Нам стало известно, что вчера он был на какой-то свадьбе, добавила она. Зулайхо Тошоева практически отрицает версию о самоубийстве своего племянника. Фаридун Хайрулазода окончил экономический факультет Российско-Таджикского славянского университета, однако любовь к журналистике оказалась у него сильнее. Асамудин Атоев, друг семьи Фаридуна, говорит, что он воплотил в жизнь мечту отца, который в молодости мечтал стать журналистом. Я и его отец долго уговаривали его поступить в журфак, но он выбрал экономический факультет, а после получения диплома все-таки решил заниматься журналистикой, рассказывает Атоев. Нурарагес Рустамзода, бывший коллега Фаридина Хайрулазода, до сих пор не верит в смерть телерадиоведущего. Насколько мне известно, у него было какое-то несерьезное сердечное заболевание. Известие о его смерти явилось для меня шоком. Утром, когда смотрела Instagram Stories, я не поверила своим глазам. Я только что попрощалась с ним и нахожусь в шоке, говорит она. Фаридун Хайрулазода с детства проявлял себя как творческая личность, взявшись за работу ведущего утренних программ на ТВ Бахаристон в 2006 году. Молодой журналист в 2009 году перешел на работу в ТВ Софина, став автором утренних программ. В конце 2014 года автор и ведущий нескольких радиопроектов на радио Ватан, автор и ведущий программы Басти Сиюм, «Третья смена». В последнее время Хайрулазода работал генеральным директором радиостанции «Авторадио Таджикистан». Фаридун был очень активным в соцсетях. В 2017 году он получил премию «Лучший блогер Таджикистана». У Фаридуна Хайрулазода сиротой осталась дочь. Как вы относитесь к такой ситуации? Если у вас мысли по поводу этого, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.